начале сентября 1920 года в Каспийском порту Петровск, ныне это город Махачкала, остановился поезд, следовавший из Баку в Астрахань. В одном из купе находились делегаты прошедшего в Баку съезда народов Востока – Ахмед Заки Валидов, Абдрашид Бигбабов и Муллаян Халиков. По их лицам блуждала тень, щемящей сердце грусти. Той, что охватывает при прощании с людьми, с которыми вам довелось пережить самые отчаянные моменты в жизни. Впоследствии Валидов вспоминал: «С этими самыми близкими друзьями я попрощался в поезде. Повстречаться мне с ними в этой жизни больше не было суждено». Они вернулись в Башкортостан. До последней возможности постарались быть полезными нашему народу. Муллаян Халиков родился 4 февраля 1894 года в ауле Актау современного Буздякского района Республики Башкортостан, о чем имеется соответствующая запись в метрической книге Магометанского духовного собрания. Имя ребенка Мулладжан, отец новобашкир Давлетшах Ахмадшах Аглы. После отмены кантонной системы, когда, собственно говоря, потерялся статус башкирского сословия как войскового сословия, то многие башкиры-тептери, которые помнили свое башкирское происхождение, они объявили себя новобашкирами, то есть помнили о своем, так сказать, прежнем башкирском происхождении. Ну а остальные тептери, которые входили в состав татары и прочее, они записались либо в сословие государственных сельских обывателей, ну и дальше уже по национальному признаку началось, по языковому, по национальному признаку. Для своего времени он получил неплохое образование. В его краткой автобиографии читаем: до 1909 года сначала учился в своей деревне, а потом окончил Ружди Мектеп в селе Килимово. А потом 1 год учился в Уфе, в медресе Усмановых во 2 классе Игдади Сыныфа. А затем закончил в городе Троицке 5-годичное среднее учебное заведение Вазифа по подготовке учителей для мусульманских школ. Вплоть до поворотного в истории России 1917 года он учительствует в начальной татарской школе города Орск. В захолустном Орске он встречает февральскую революцию. Мы не знаем, какие чувства вызвали у него события в далеком Петрограде, но без сомнения начавшийся процесс демократизации всех сторон российского общества не мог оставить его равнодушным. Отмена сословных ограничений, свобода вероисповедания, свобода совести и слова были подобны глотку свежего воздуха. Но лишь одно положение демократической революции поразило его, как гром среди ясного неба – право нации на самоопределение. Ибо если у его народа будет это право, то будут и все остальные права. Россия, отягощенная тяжелым бременем своего имперского прошлого, в котором в Гордиев узел сплелись классовые, политические и национальные противоречия, агонизировала. Большевики одним махом разрубили этот запутанный клубок взаимоисключений, и государство, созданное 300-летней династией Романовых, разошлось по швам. В стране фактически вспыхнула гражданская война. Башкирский национальный совет Шура, чтобы защитить свой край от надвигающегося хаоса, созывает учредительный курултай башкирского народа, который провозглашает автономию Башкирии. К сожалению, нет никаких документальных данных, подтверждающих участие в нем Муллаяна Халикова. Есть предположение, что он был участником, делегатом всех башкирских съездов. И до первой встречи он еще там, когда вот упоминается, это уже 18-й год, Ахмед Заки Валиди, он был знаком со всеми руководителями башкирского национального движения. Башкирское правительство находилось на нелегальном положении. Его члены, скрываясь от чекистов, собрались на тайное собрание в Уфе, а затем разошлись по разным уголкам Башкортостана для организации партизанской борьбы. Валидов же должен был установить связи с Алаш-Ордой, правительством Казахстана, а затем связаться с японским консульством во Владивостоке, чтобы сообщить миру об отчаянном положении мусульман внутренней России. Валидов обладал потрясающей способностью подбирать нужных ему людей и использовать их по назначению. В Халикове он сразу распознал человека, который умеет отстаивать собственную позицию в любой, даже самой затруднительной ситуации. Важнейшее качество дипломата.
Таким образом, Халиков становится главным переговорщиком башкирского правительства в его контактах сначала с белыми правительствами, а затем с советами. Триумфальное шествие советской власти по территории бывшей Российской империи остановило восстание Чехословацкого корпуса, вспыхнувшее 25 мая 1918 года. Это восстание сыграло выдающуюся роль в консолидации антибольшевистских сил. Валидов и его соратники немедленно отправляются в Челябинск, в штаб Чехословацкого корпуса. Чехи оказывают башкирам полную поддержку. Таким образом, пишет в своих мемуарах Валидов, национальное правительство было создано. Сагит Мрязов временно стал его председателем. Абдулла Дигамов, Абдулхак Габитов, Саидгарей Магазов, Мулаян Халиков и я стали членами правительства. Одновременно с башкирским воссоздаются Временное сибирское правительство в Омске и так называемый Комуч, комитет членов учредительного собрания в Самаре. Оба правительства претендовали на роль всероссийского, поэтому с ними нужно было установить прямые контакты. Для установления союза с эсеровским Комучем в Самару отправился Мулаян Халиков. Сибирское правительство, под патронажем которого формировались башкирские части, не было готово ни морально, ни политически признать башкирскую автономию и самостоятельность башкирского войска. Поэтому было логичным, что башкирское правительство в этих условиях искало другого, более, скажем так, гибкого партнера, который готов был пойти навстречу и заключить двухсторонний равноправный договор. И таким партнером оказался Комуч. И вот как раз на первых этапах переговорного процесса Мулаян Халиков являлся как раз тем человеком, тем представителем башкирского правительства, который непосредственно осуществлял контакты с Комучем. Именно благодаря ему удалось с самарским правительством наладить контакты и договориться по основным принципиально важным для обеих сторон вопросам. И, соответственно, как результат этих переговоров было заключено соглашение между башкирским правительством и Комучем, в результате которого было признано башкирское войско, в которое входил башкирский корпус, и башкирская автономия. В кратчайшие сроки Валидову удается создать национальную башкирскую армию, которая храбро сражается против большевиков на различных фронтах гражданской войны. Однако сотрудничество с белыми подходило к концу. В ноябре 1918 года адмирал Колчак провозгласил себя верховным правителем России. Все областные правительства, в том числе башкирское, объявлялись низложными. Реализация автономии башкирского и других народов откладывалась до созыва учредительного собрания после победы над большевиками. Это решение оттолкнуло почти все национальные движения от диктатуры Колчака. Сегодня часто приходится слышать обвинения в адрес национальных правительств башкир, казаков, горцев Кавказа, украинцев, прибалтов. Дескать, преследовали свои узконациональные цели, не поддержали Колчака, Деникина, Юденича. Однако перспектива реставрации царских порядков после того, как народ хлебнул свобод февральской революции, никому уже не улыбалась. Поэтому, когда большевики пообещали дать народам право на самоопределение, эти самые народы обратили свой лик в их сторону. Коварство и жестокость большевиков были общеизвестны. К тому же между башкирами и красными пролилось слишком много крови. Однако башкирское правительство решило бросить пробный шар по пути сближения с советской властью. В конце ноября 1918 года в Москву был отправлен Гирей Карамышев, однако был арестован уже в Уральской области. Тогда было решено отправить посланца не в Москву, а в Уфу, чтобы через местных большевиков связаться с Лениным. 15 декабря через линию фронта отправился Мулаян Халиков. Задание было сколь ответственно, столь и опасно. Шли упорные бои между частями Красной армии и башкирским корпусом. Обе стороны несли потери и были ожесточены друг против друга. Попадись Халиков в руки какого-нибудь красного командира, без разговоров был бы расстрелян. Узнай белая контрразведка, с какой целью он едет в Уфу, было бы то же самое. Наконец, 4 февраля 1919 года ЦК партии большевиков получил телеграмму председателя Уфимского губревкома Бориса Немвицкого. 30 января явился в ревком председатель башкирского правительства Халиков с предложениями признать башкирскую автономию. Ждем указаний.
Ответ пришел буквально на следующий день. Предлагаем не отталкивать Халикова, согласиться на амнистию при условии создания единого фронта с башкирскими полками против Колчака. Со стороны советской власти гарантия национальной свободы башкир полная. Ленин, Сталин. Итак, Халиков явился в Уфимский ревком 30 января, а телеграмма в Центр была отправлена лишь 4 февраля, то есть через 5 дней после его прихода. Что происходило в течение этого времени? Как указывают документы, все эти дни между Халиковым и уфимскими большевиками шли переговоры. В архиве сохранился протокол этих бесед. По открытии заседания Халиков, предъявив свой мандат, как уполномоченный на право внешних сношений, заявляет, что уполномочен правительством Башкирии вступить в переговоры с представителями советского правительства и оглашает условия. Признать башкирскую автономию. Предоставить устройство внутреннего управления Башкирии самим башкирам и дать охрану внутреннего порядка башкирским отрядам. Оказать помощь в формировании регулярного башкирского войска в количестве одного корпуса до 60 тысяч войска, которое в случае соглашения будет выступать против Колчака. 8 февраля Халиков явился в походную ставку башкирского правительства в Кананикольске. Состоялось экстренное заседание правительства, на котором деятельность Халикова получила высокую оценку, и теперь было решено отправить его в Москву. Вместе с ним отправились также председатель башкирского правительства Мстислав Кулаев и адъютант командующего башкирскими войсками Абдрашид Бигбавов. 7 марта послы Урала достигли Москвы. Сталин в тот же день отбивает телеграмму Уфимскому и Оренбургскому губкомам партии. Делегация башкир прибыла в Москву. Башкиры, безусловно, получат советскую автономию. Не определены еще детали, о чем ведутся переговоры. Центральный комитет обязывает партийных работников внимательно отнестись к нуждам башкирских трудовых масс и помочь им в деле строительства советов в Башкирии. По поручению ЦК партии Сталин. 20 марта 1919 года на заседании СНК РСФСР, проходившем под председательством Ленина, между советским правительством и членами башкирской делегации было подписано соглашение о советской автономии Башкирии, которое наряду с председателем СНК РСФСР Ульяновым Лениным, председателем ВЦИК Владимирским, наркомом по делам национальностей Сталиным подписал член Башкирского областного совета Муладжан Халиков. Башкирские войска перешли на сторону Советов еще 18 февраля. Вместо ожидаемого теплого приема со стороны красных частей они увидели лишь ненависть, замешанную на классовые и национальные неприязни. Башкирские солдаты подверглись сначала разоружению, а затем побоям, издевательствам и даже расстрелам. Одна часть башкирских подразделений была интернирована в тотские лагеря, другая часть была включена в состав дивизии Красной Армии. Третья часть, не выдержав унижений, вновь переметнулась к белым. Башкирский корпус прекратил свое существование. В условиях начавшегося весеннего и, как выяснится позднее, последнего контрнаступления Колчака, Башревком был эвакуирован в Саранск. 13 марта белые вторично взяли Уфу, а в течение марта-апреля вся территория Башкирии оказалась под их властью. Теперь вся деятельность башкирского правительства была направлена на создание башкирской Красной Армии. Халиков немедленно отбывает в Самару, где находился Реввоенсовет Южной группы войск Восточного фронта в качестве представителя Башкирии. Здесь он пробудет почти целый год. Важнейшие задачи коммуникации между красными командирами, между башкирским населением, между новой властью советской, которая пришла опять на территорию Башкирии, как раз он и выполнял. То есть, на мой взгляд, это была очень большая и важная работа, и он с ней, в общем-то, успешно справился. Халиков принимает военнослужащих бывшего башкирского корпуса, оказывает необходимую материальную и юридическую помощь, отправляет в формирующиеся башкирские части Красной Армии. Уже в июне 1919 года на Южный фронт в район Харькова перебрасывается группа башкирских войск, состоявшая из 4 полков. В конце марта 1920 года Мулаян Халиков отзывается из Самары и назначается на должность председателя Тамьян-Катайского кантона.
В начале мая, словно гром среди ясного неба, его застигает страшное известие. Валидов вслед за Юмагуловым отзывается в Москву. Вероятно, навсегда. В Белорецке состоялось закрытое заседание Тамьян-Катайского кантревкома, на котором с докладом выступает Халиков. Он резко заявляет, что отзыв Валидова есть не только полное уничтожение заключенного 23 марта 1919 года соглашения между РСФСР и Башкирской Советской Республикой, но и является нарушением основ и принципов Российской Конституции. В июле 1920 года в Стерлитамаке состоялся первый съезд Советов, закрепивший новую расстановку сил. Враги Валидова ликовали. Председателем Башцик и СНК Республики был избран Шамигулов, противник башкирской автономии и откровенный башкирофоб. Казалось, дни Башкирской Республики были сочтены. В сентябре, во время съезда народов Востока в Баку, произошла последняя встреча Халикова с Валидовым. Затем было тягостное прощание в Петровске. Их дороги разошлись навсегда. С удалением Валидова начался стремительный взлет Халикова по карьерной лестнице. Отстраненный от всех дел Муллаян Халиков направил письмо в Москву. Даже в адрес Зиновьева, он Третий интернационал там возглавлял, Ленина и других. Партконтроль. Очень сурового содержания были заявления и обращения. Он даже там писал, что положение башкир хуже, чем в Николаевской России. Он даже так писал. Что там у власти находятся люди, чуждые башкирскому народу и интересам Башкортостана. Если дело будет продолжаться так, я прошу, он был членом партии, чтобы вывести из этой партии, я не хочу состоять членом этой партии. Вот такое резкое было заявление с его стороны. То есть он всегда был принципиальным, честным человеком. Вся его деятельность это доказывает. Но Москва не стала его отталкивать. Его переводят в тогдашнюю столицу республики, город Стерлитамак, где он поочередно занимает должности заместителя председателя комитета по трудовой повинности, народного комиссара социального обеспечения, а затем наркома просвещения. В течение всего 1920 года территория Башкирии стала ареной беспрерывных народных восстаний против уфимских большевиков и диктатуры Шамигулова в Малой Башкирии. Поэтому, когда в июле 1921 года состоялся второй съезд Советов Башкирии, во властные органы республики были избраны совсем иные люди. Председателем Башцик стал боевой генерал Муса Муртазин, а во главе СНК БССР был назначен Муллаян Халиков. Одновременно он был избран политическим секретарем Башкирского обкома партии. В 1922 году на повестку был вынесен вопрос о так называемой «Большой Башкирии». Башкирская республика образца 1919 года была образована в пределах Малой Башкирии, включавшей в себя горно-лесные районы Южного Урала и Башкирское Зауралье. Здесь проживало 400 тысяч башкир. Однако на территории Уфимской губернии их проживало еще больше – около 700 тысяч. Образование Большой Башкирии путем слияния Малой Башкирии с Уфимской губернией задумывалось еще Ахмед Заки Валиди. После его удаления из Башкирии этот вопрос активно поднимался перед центром руководителями республики, в том числе Муллаяном Халиковым. Муллаян Халиков сам был башкиром Уфимской губернии, поэтому вполне понятно его желание соединить свою малую родину с Башкирской республикой. В январе 1921 года была создана комиссия по определению границ Большой Башкирии во главе с Муллаяном Халиковым. 10 мая того же года он выступает с докладом, по обсуждению которого принимается постановление. В основу БССР берется Малая Башкирия в составе ныне существующей Башкирской республики с присоединением Златоустовского горнозаводского района, Архангельского Клина, Магнитной горы и Минских башкир в составе 19 властей Белебеевского и Уфимского уездов. Включить в состав Баш-республики город Оренбург. Включить целиком ныне существующую Уфимскую губернию с городом Уфой. Включить башкирские волости Мензелинского уезда по реке Ик.
Конечно, не все предложения Халикова были приняты центром. В состав Башкирской республики не вошел Оренбург, Мензелинский уезд, Златоуст и Магнитка. Тем не менее, в общих чертах его проект был претворен в жизнь. Итогом многолетних усилий лидеров башкирского движения и волеизъявления крестьянских масс Уфимской губернии стал декрет в ЦИК от 14 июня 1922 года о расширении границ АБССР, юридически оформивший образование Большой Башкирии. Столица республики переносилась из Стерлитамака в Уфу, куда и переехали государственные органы автономии. О ком бы мы ни говорили, о Мусе Муртазине, допустим, о Харисе Юмагулове, о других выдающихся деятелей Башкирии, я их роли никак не умаляю. Но все-таки фигура Халикова возвышается. После того, как Ахмедзаки был вынужден именно оставить свою родину, именно он по существу возглавил все это движение национально-государственного строительства в Башкортостане. Именно он. 20-й, 21-й, 22-й, 23-й – это его годы. И не Худайбердин там или еще кто-то, они никак не могут на такую роль претендовать. Последующие годы Мулаяна Халикова в качестве председателя Совнаркома БССР прошли в работе над решением экономических вопросов. Право Башкирской республики на существование уже никто не оспаривал, поэтому центр политических баталий сместился из сферы государственного устройства в область культуры. Халиков и новый председатель Башцик Хафиз Кушаев, несмотря на противодействие Башобкома партии во главе с Борисом Немвицким, выступали, возможно, излишне эмоционально за немедленную реализацию башкирского языка в качестве государственного наравне с русским. Прямой и бескомпромиссный Халиков был также непреклонен и в этом вопросе, требуя немедленного перевода делопроизводства в государственных учреждениях в двуязычный формат. Он очень много сделал в целом для Башкортостана. Иногда мы другим личностям это приписываем. Допустим, вопрос о государствлении башкирского языка. Я считаю, сейчас 4-й том вышел, национальное государственное устройство Башкортостана, это Юлдашбаевский, там сохранились документы его выступлений, какую он вел борьбу за огосударствление башкирского языка, его выступления очень резкие. Затем он организовал борьбу с голодом, это в 21 году, именно он. Потом он был одним из инициаторов и за расширение границ Башкирской автономной республики. Он за каждый клочок земли, исторические территории Башкортостана, там, скажем, дискутировал с Москвой, центром, чтобы у Башкирии не отнимали и так далее. Он вел очень большую такую разностороннюю работу. И потом мы знаем, в 23 году там было секретное совещание, его очень резкие выступления, критические. Он действительно был человек, я даже удивляюсь, настолько честным, прямолинейным, принципиальным. В 1925 году Халиков отзывается в Москву. Его назначают членом правления Россельбанка. В 1927 году членом коллегии Наркомата финансов. В 1930-м поступает в экономический институт Красной профессуры. Столичная жизнь была на самом деле политической ссылкой. Это был такой хитроумный ход Москвы. Всегда, если кто-нибудь выдвигается из среды Башкир, крупный такой общественно-политический деятель, его всегда отстраняли под видом, что его приглашают на работу в Москву. Таким образом, ведь многие были переведены. Потому что, тем более, это логически напрашивается. Человек там окончил, находясь в Москве, институт Красной профессуры, получил образование экономиста. Ведь республика нуждалась в таких кадрах. Можно было предположить логически, что его направят в свой родной Башкортостан. Нет. Его задержали в Москве. Притом больших постов ему не давали. По окончании экономического института Мулаян Халиков трудится в управлении народно-хозяйственного учета РСФСР. Здесь он и встречает роковой 1937 год. Началась Великая чистка, и Халиков, носивший клеймо бывшего колчаковца и участника контрреволюционной валидовщины, вряд ли мог ее избежать. Мулаян Халиков был чрезвычайно популярен среди простого народа.
среди своих соратников по борьбе за свободу Башкирии и даже товарищей по партии. Валидов создал Башкирскую республику, а Халиков отстоял ее в тяжелую годину гонений и красного террора. Если считать Валидова основателем первой буржуазной Башкирской республики в пределах Малой Башкирии, то Халикова можно назвать основателем второй республики советского образца в ее современных очертаниях. Халикова с полным основанием можно считать вторым человеком после Валидова, если оценивать их вклад в становление нашей республики. Ахмед Заки Валиди, будучи в эмиграции, много лет спустя писал: «Этот человек стал одной из главных фигур в борьбе Башкортостана за автономию. Когда в 1923 году мы бежали за границу, он остался на родине и вынес много страданий от Советов, пока, наконец, не был казнен в 1937 году».